генерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада военные музыканты исполняют более 40 музыкальных произведений. Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 под знаменем первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует исторической колонной капитан Александр Воробьев. В годы войны танкисты с боями дошли до Берлина, освободив более 130 городов Советского Союза, Польши и Германии. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. По Красной площади проходит колонна колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в составе универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевых бронеавтомобилей с дополнительной защитой. Во главе колонны старший лейтенант Владислав Минченко. Мимо трибун проходит колонна бронированных защищенных автомобилей специального назначения, предназначенных для огневой поддержки, перевозки воинских подразделений и материальных средств в районах боевых действий и специальных операций. Руководит парадным строем майор Артем Швыдкин. На Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения, поиска и эвакуации личного состава с поля боя. Возглавляет колонну майор Михаил Ехамов. Впервые по Красной площади проходит колонна боевых разведывательных машин БРМ-1К 136-го отдельного разведывательного батальона с новым боевым комплексом дистанционного управления и динамической защиты. Возглавляет парадный строй майор Сергей Шелпаков. Площадке Красной площади под командованием подполковника Евгения Филенкова проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского полка с боевым модулем «Бережок», включающим в себя 30-миллиметровую пушку, противотанковые средства и современную систему управления огнем. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-3 и перспективных БМП на гусеничной платформе «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Командует парадным расчетом подполковник Станислав Жуков. Боевые машины пехоты стали надежными помощниками мотострелков. Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского 6-орденоносного танкового полка. Возглавляет парадный расчет майор Павел Яковлев.
тяжелотурбинных танков Т-80 БВМ 12-го гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. Колонна первого гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Танки Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Нафис Нуриахметов. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С. Командует парадным расчетом майор Михаил Сизов. Боевые возможности самоходок позволяют расчетам уничтожать опорные пункты врага и боевую технику на максимальной дальности и в кратчайшее время. Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Возглавляет парадный строй капитан Сергей Казаков. Огневая мощь представленных образцов позволяет нанести максимальное поражение противнику. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного оружия Сергея Непобедимого и 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады, ратные подвиги которой отмечены 7 орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов. «Орлан-10», «Орлан-30», «Зала», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. На марше боевая техника воздушно-космических сил. В составе парадного расчета зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 584-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Алексея Кривородько. Система С-400 позволяет решать любые задачи противовоздушной обороны, что подтверждено результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. В составе колонны БНД-4 и БТР-НДМ «Ракушка» 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. Ведет колонну майор Сергей Овчинников. Возможность совместного десантирования личного состава и боевых машин в любую точку боевых действий позволяют десантникам решать самые ответственные задачи командования.
войск стратегического назначения. В составе парадного расчета 54-й дивизии автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного размещения, преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Командует расчетом подполковник Дмитрий Ряписов. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, рассвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. Оркестр исполнит песню «День Победы».